Всем привет! Сегодня выпуск на русском языке. Я сегодня пришел на вечерку. Сегодня 7 сентября. Осень. Открывается сезон охоты на уток. На самом деле она открылась еще где-то в середине второй половины августа. Но в это время, как правило, у нас очень много мошкары, гнуса, комаров. Поэтому я практически в это время перестал охотиться. Охочусь только где-то с начала сентября и вплоть до ухода от перелетной охоты, вплоть до закрытия сезона. У нас тут озеро, Южное озеро. Вот тут сижу, болотистое довольно. Вот берега очень заросли травой, очень густая трава. В некоторых местах вплоть до моего роста 1,77 м, там 78. Ну вот, смотрите, как у нас. Вот где-то заканчивается первая половина сентября, но лес, как видите, все еще зеленый. В этом году осень удался очень длинный, теплый. Были там дожди, вот в таком роде. Сегодня, надеюсь, утки сегодня у нас будут. Я здесь был днем еще. На этом озере было полно уток. Чернити, кряквы, шилохвости, широконоски, черки и так далее. Вот поэтому днем здесь побыл. Добыл одну утку всего лишь. Двух уток не смог найти, подранил, потерял. Вот в такой зарослях без собаки очень сложно искать добытую, подраненную утку. Надеюсь, что вечерка у нас тоже будет удачная. И вот сижу около берега. Пока тихо. Время где-то у нас 8 часов. Где-то 8:30 до 10 часов у нас вечерка продолжается. Охочусь из своего ружья. Это Сайга 12-го калибра. Называется короткоствольный карабин. Тут у меня коллиматорный прицел, боковая планка. И здесь проставлены проставки тут. Мне показалось, что приклад для меня коротковатый, поэтому добавил 3 штуки проставки. Покупал через интернет-магазин. Коллиматор самый простой, обычный, через Алиэкспресс. Китайский сайт покупал. И боковая планка тоже. У меня 2 боковых планки. Это мне более-менее нравится. Тут у меня насадка, называется поличок, тоже интернет-заказ. 3 положения. Полный чок, получок и цилиндр. Я стреляю где-то на уровне 0,75, где-то получок мне подходит для на летную утку и на сидячую тоже. Я обычно использую красный прицел. Оно более-менее для цветного, для дневной охоты подходит. Ружье безотказное, хорошее. Немножко весит. Для пешей охоты не совсем подходит. А так, я уже привык. Сколько лет уже ношу с собой. Тяжеленький, нормально. Пока другого ружья у меня нету. Единственное ружье. Стало уже совсем темно, но пока налетов не было. Единственное, тут далеке, где-то на середине озера села одна утка, шилохвость. И улетела, Не стал стрелять, но очень далеко, дальнее расстояние. Налет был. Черки опять. Села, опять далековато. Черок здесь, я такой далеко не буду стрелять, это слишком далеко. Метров 100.
озеро сама не очень большая, мелкое озеро, поэтому вот лес, да, вот деревья кажутся слишком большими, и от них тень падает. Поэтому, когда утка летит вдоль вот линии до леса, их вообще не видно. Даже на прицеле их не видно. Поэтому тут, наверное, сложно будет, если они будут налетать вот сверху, да, вот. Ну, тогда буду стрелять. Где-то опять летают. Блин. Еще не слышу. Да елки-палки. Блин, это Андрат заколебала меня нахрен. Все внимание на него, бля. Блин, крякоши же были. Крякоши же были, блин. Как я мог промазать? Что-то есть. Не знаю, что это. Две утки есть. Все нормально. Опа. Вот, добыл две утки, черок, свистунок и шилохвост. Хорошая утка. Жирные, вот такие мясистые.
Мы якуты после отстрела, после добычи вот утки всегда вот вырываем. Тут перо есть, задница. По-русски называется пигостиль. Мы якут называем обод-тюте. Вот по поверьям, когда мы вот так делаем, вот дух охоты радуется. Вот поэтому всегда принято вот так делать. Сейчас постараюсь вот где-то на середине озера постоять на лодке. Тут бывают налеты именно посередине озера, поэтому вот тут немножко посижу и ну, потом увидим. Надоест, выйду. Ну вот и все. Сижу в середине озера. Налеты бывает, но вообще ничего не видно, потому что кругом лес, от них тень падает. И вообще утка летает туда-сюда, и ничего не видно. Сейчас выйду и соберусь, потом домой поеду. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.